История башкирского народа знает десятки героев национально-освободительных движений, полыхавших в Башкортостане на протяжении 17-18 веков. Одной из самых выдающихся фигур пугачевщины был башкирский старшина Кинзи Арсланов. Ему посвящены многочисленные научные публикации, роман, документальные и художественные фильмы. Чем вызвано столь пристальное внимание к его личности? Кем он был для пугачевщины и чем была пугачевщина для него? Отношение к Пугачеву и другим деятелям крупнейшего в истории России народного восстания является своеобразным показателем вектора официальной идеологии. В советское время самозваного царя Петра III всячески превозносили, а пугачевщину в 20-е годы прошлого столетия квалифицировали не иначе, как революцию. В либеральные 90-е годы его заклеймили вором и разбойником, поэтому пусть роль третейского судьи сыграет авторитетное мнение Пушкина, первого исследователя восстания Пугачева. Закончив историю Пугачеву, Пушкин пишет своему другу, герою, партизану Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову. «Вот мой пугач. При первом взгляде он виден плут, казак прямой. В передовом твоем отряде урядник был бы он лихой». Пугачев в сочинении Пушкина не банальный разбойник, а воплощение народной мечты о воле. Гуляй, народ православный! И вот когда современные журналисты и не вполне добросовестные историки пытаются дискредитировать народные движения, очернить их предводителей, они поступают недальновидно и безответственно, потому что они способствуют тому, чтобы наша страна шла по замкнутому кругу, не извлекая никаких уроков из истории и наступая на одни и те же грабли. Однако, затронув тему пугачевского бунта, Пушкин не мог не внести элементы дидактики. Свою капитанскую дочку он заканчивает словами «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Данное высказывание Пушкина стало хрестоматийным афоризмом. Однако с ним можно поспорить. При ближайшем рассмотрении выясняется, что бессмысленным можно, скорее всего, назвать бунт крестьян, но отнюдь не башкирское или казацкое движение внутри пугачевщины. Пугачевщина была массовым и разнородным движением. Однако душой и движущей силой восстания были казаки и башкиры. Секретарь Пугачевской военной коллегии Алексей Дубровский на допросе говорил: «Во всем возмущении и начатии дела состоят причиною яицкие казаки, которые, сообщась, заедино думаю с башкирцами, хотели отменить учиненную якобы им обиду от бояр». Ну, прежде всего, следует сказать, что, безусловно, пугачевщина с нынешней точки зрения не была классовым явлением. Я считаю, что очень хорошо сказала про пугачевщину Инга Михайловна Гвоздикова, знаток этого явления на территории Башкортостана, что это было прежде всего восстание служилых сословий. Точнее говоря, еще советские историки выделили в пугачевщине три главные силы. Самые большие, там их можно дальше дробить и так далее. Это были яицкие казаки, зачинщики восстания, это были башкиры, отдельная сила, вот, и это были крестьяне. Крестьяне самых разных национальностей, русские, татары, чуваши, это уже иной вопрос. Осенью 1773 года на территории яицкого казачьего войска появилось некое лицо, назвавшееся именем покойного императора Петра Федоровича. Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, герцог Гольштейна, внук Петра I по линии матери, царевны Анны Петровны. В 1761 году избран российским императором. Убит в 1762 году в результате переворота, организованного его женой Екатериной II. «Везде молва есть, что государь Петр III здравствует, то я под именем его могу взять и Москву», — говорил впоследствии самозванец. Назвавшись Петром III, он затронул главный нерв народных умонастроений. Новоявленного лжедмитрия, вернее лжепетра, звали Емельян Пугачев. Емельян Иванович Пугачев, донской казак.
родился в станице Зимовейской, из которой также происходил Степан Разин, участник Семилетней и русско-турецкой войн. Оренбургский губернатор генерал-поручик Рейнсдорп, узнав о начале бунта, приказал башкирским старшинам мобилизовать отряды и идти на выручку Оренбурга. Всего предполагалось собрать 5000-е башкирское войско и этими силами разгромить казаков. Пугачев разгадал планы властей и решил опередить их, переманить башкир на свою сторону. Он пишет им манифест с обещаниями воли. «Башкирским моим областям, старшине и деревенским старикам, отныне я вас жалую землями, водами, лесами, верою и законом вашим, словом, всем тем, что вы желаете во всю вашу жизнь. И будьте подобными степным зверям». Пугачев подходил для роли вождя по всем статьям. По всем статьям. И, видимо, вот Кинзя увидел в нем вот это и сказал башкирам: за этим парнем можно идти. Я так упрощаю, конечно. И действительно ведь в течение октября почти все башкиры примкнули к Пугачеву. А ведь, если рассуждать не абстрактно, а конкретно, каждый человек ведь решал лично, решалась его судьба, прежде чем перейти на сторону Пугачева. Все же понимали, что за это по головке не погладят. Башкирский старшина Кинзя Арсланов отвечает Пугачеву, что вся их башкирская орда, будь он пошлет к ним свой указ, преклонится к нему. 2 октября 1773 года Пугачев занимает село Каргалы под Оренбургом и отправляет указ башкирским старшинам Ногайской дороги. «И как ваши предки, отцы и деды служили деду моему, блаженному богатырю-государю Петру Алексеевичу, и как вы от него жалованы, так и я ныне и впредь вас буду жаловать». Формальность была соблюдена, и уже на следующий день вожди башкирских кыпчаков Ямансары Яппаров и Кинзя Арсланов с 1000 воинов переходят на сторону императора Петра Федоровича. Ямансары Яппаров, старшина улуса Суун Кипчак, жил в ауле Ямансарова, нынешнего Куюргазинского района Республики Башкортостан. Повстанческое звание – полковник. Кинзя Арсланов, старшина улуса Башман Кипчак, жил в ауле Кинзя-Абы с того же района. Повстанческое звание – главный полковник. Член Пугачевской тайной думы, командир башкирской конницы главной армии Пугачева. Если бы не было Кинзя Арсланова в стиле альтернативной истории, точнее, если бы он не повел себя так, как он себя повел, пугачевщины в нашем понимании не было бы. Он переходит на сторону самозванца. И что делает дальше? Он пишет письма. Он рассылает письма, и, естественно, письма людям своего круга, то есть старшинам, реальным авторитетом. Он знает, кто в действительности авторитетен среди башкир, кто нет. Ведь старшина старшине рознь. Есть старшина, который, как Валиша Шарыпов, прославлен прежде всего своим взяточничеством. Есть люди, которых ненавидят. Есть люди, за которыми, наоборот, пойдут. Кинзя Арсланов был в числе самых уважаемых людей своего времени. Причиной тому была не только его родовитость, слагавшаяся из длинного списка князей кыпчаковских, но и личный авторитет. Перейдя одним из первых на сторону Пугачева, Кинзя стал ключевой фигурой движения. Именно он обеспечил смычку между башкирами и казаками, проложив мост через пропасть взаимного недоверия. Пугачев при первой встрече с ним, происходившей при сечении народа, спросил: «Что, Кинзей, узнаешь ли ты меня?» Кинзя промолчал. Тогда Пугачев добавил: «Помнишь ли ты, как я тебе в таком-то году подарил кармазину на кафтан? Будь у тебя лоскуток из того сукна цел, так я его узнаю». После этого Кинзя ответил: «Так, Ваше Величество, теперь я помню и признаю тебя». Эта сцена в глазах башкир стала легитимацией Пугачева и своеобразной инвеститурой ему царской власти. Потому как быстро Кинзя вошел в роль и понял, что от него требуется, видно, что он не заблуждался относительно истинного происхождения Пугачева. А ты, Кинзя Арсланов, меня помнишь? Помнишь, как в Санкт-Петербурге на высочайшем смотру я тебе английское сукно подарил? Помнишь? Ась? Помню.
Огромную лепту в легитимацию Пугачева внесли, как ни странно, сами царские чиновники, полностью проигравшие информационную войну штабу Пугачева, в том числе Кинзе Арсланову. Пугачевцы кампанию, пиар-кампанию провели свою блестяще, а царские слуги ее провалили. Здесь особенно отличился губернатор Рейнсдорф. Когда он при самом зарождении движения выпустил совершенно лживый, написанный очень скучным, таким невыразительным языком манифест, в котором указывал, что якобы Пугачев является каторжником с рваными ноздрями и так далее. Просто-напросто соврал. Эта бумага наделала огромный вред. Поскольку она показала, что правительство врет. Понимаете? А у людей тогда мышление было цельное. В общем-то, оно и сейчас цельное. То есть, если в чем-то соврал в одном, то значит соврал полностью. И потом уже другим бумагам от того же Рейнсдорфа, о том, что это самозванец, о том, что он такой-сякой белый казак, не поверит. Народ не поверил официальным властям, чей кредит доверия был без остатка исчерпан. Народ пошел за Пугачевым. Пошел благодаря личному примеру таких авторитетных фигур, каким был Кинзе Арсланов. Тем временем к Оренбургу выступила карательная экспедиция под командованием генерала Кара. У царского военачальника практически не было кавалерии, поэтому ее недостаток он хотел компенсировать за счет башкирского отряда, сформированного в Стерлитамаке. Им командовал Алибай Мурзагулов, один из самых влиятельных людей Башкирии того времени. Алибай Мурзагулов, старшина улуса Минг, главный старшина Ногайской дороги, жил в аулах Альбей и Чукраклы, нынешнего Чишминского района Республики Башкортостан. Повстанческое звание – главный атаман. Кинзе Арсланов пишет ему письмо. «Секретный держатель – друг. Господину Алибаю Мурзагулову и прочим башкирским старшинам нижайший поклон. От земли потерянный царь и великий государь Петр Федорович, подлинно сам клянусь тебе Богом». Алибай внял словам Кинзи. 9 ноября 1773 года близ деревни Юзеевой состоялось сражение между генералом Каром и пугачевцами, в разгар которой башкирская конница перешла на сторону восставших. В числе перешедших был тогда никому неизвестный воин Салават Юлаев. Царские войска потерпели полное поражение. С детства-то мы всегда со слов бабушки слышали, что мы потомки Кинзе Арсланова. Подтвердили документально. И тогда появилась мысль о том, чтобы, значит, на территории Куйыргазинского района, где в деревне Кинзе-Абызово, которую основал Кинзе Арсланов, поставить памятник нашему прадеду. На основе типажей потомков Кинзе Арсланова, предпринимателя Марса Юлбарисова, профессора Нурамбека Арсланова и сенатора Рудика Искужина, скульптором Рафаэлем Зинуровым был создан обобщенный образ легендарного предводителя. Бюст установлен на родине героя в деревне Кинзе-Абызово. Второй бюст установлен в административном центре Куйыргазинского района селе Ермолаево. Его прототипом стал Альберт Юлдыбаев, также являющийся потомком Кинзи. Род Кинзе Арсланова был одним из самых древних и уважаемых в Башкортостане. Если верить данным Шежере башкирского рода Кары Кыпчак, его предками были легендарные князья Кыпчаков Бабсак-бей и Бошман-бей. Начало берет родословно Лачбей. Это ориентировочно 6 век нашей эры. Значит, Аламло-бей, Кулцары-бей, Атагай-бей, Баби-бей, идет Бабсак-бей. Вот. Бабсак-бей – это 11 век. Вот. Мы о нем уже говорили. Есть его захоронение. Кусяк-бей – его сын. И у нас есть башкир-эпос Бабсак-бей, Кусяк-бей. В этом эпическом сказании рассказывается о междоусобной войне между башкирскими родами Кыпчак и Бурзян, в ходе которой погибает вождь Кыпчаков Бабсак-бей. Его сын Кусяк жестоко мстит бурзянам, от которых остается лишь один мальчик. Курган с могилой Бабсак-бея находится в Бурзянском районе. Возле нее на средства фонда имени Кинзе Арсланова был сооружен мемориальный комплекс, состоящий из обелиска мечети, названный его именем. Черкин-бей, Кумчак-бей, Бушман-бей. Бушман-бей – это времена татаро-монгол. Бушман-бей
14 лет на Волге удерживал и не допускал на территорию Башкортостана монголо-татар. В сочинении персидского историка XIII века Алла-ад-Дина Джувейни сообщается, что после завоевания ханом Батыем Восточной Европы в тылу у монголов вспыхнуло восстание кыпчаков во главе с беем Бачманом, который, по мнению ученых, соответствует Бошманбею башкирских преданий и Шежере. Батый послал против него 20-тысячное войско во главе с Менгуханом, которое настигло повстанцев на берегу Волги. Кыпчаки были разбиты, а Бачман казнен. От имени кыпчакского князя Бачмана и берет свое название башкирский род Башман-Кыпчак, старшиной которого и был знаменитый пугачевский атаман Кинзя Арсланов. Его отец Арслан Акулов был не менее выдающейся личностью, оставивший заметный след в истории нашего края. Арслан Акулов был тарханом и участником башкирского восстания 1704-1711 годов, в ходе которого царские войска были разгромлены, а Башкирия фактически вышла из состава России. Тогда Петр I решает сделать шаг навстречу мятежным башкирам, чтобы возобновить их подданство. И решил заново установить с башкирами контакты. И пригласил их к себе в столицу. Дал им аудиенцию, где полностью выслушал их. И в конце концов, значит, был вынужден признать, что его, скажем, представители его власти действовали несправедливо, и заново подтвердил условия вхождения. И даже одарил бунтовщиков разными подарками. Где это видно было? Разве Алексей Михайлович встречался со Степаном Разиным? Или тот же самый Петр I с Кондратием Булавиным? В составе депутации ко двору Петра I был и Тархан Арслан Акулов, как один из наиболее уважаемых представителей башкирской знати. Через 50 лет после этого события в Башкирии полыхало уже другое восстание, а сын Арслана, Кинзя, был одним из главных его предводителей. Казаки и башкиры встали под знамена Пугачева отнюдь не по романтическим соображениям. Условием их участия в бунте было выполнение самозваным царем определенной программы. Секретарь повстанческой военной коллегии Максим Горшков впоследствии вспоминал: «По многим советованиям приметили мы в Пугачеве проворство и способность, вздумали взять его под свое защищение и сделать над собой властелином, надеясь на возвращение своих притесненных и почти упавших обрядов и обычаев». Суть требований башкир ярко проявилась весной 1774 года. Екатерина II двинула к Оренбургу новые войска под командованием одного из лучших своих генералов, Александра Бибикова. Пугачев, узнав о приближении войск, подумывал о бегстве. Узнав об этом, башкиры заявили: «Ты нас уверял, что ты, государь, и обещал Оренбург, взяв, сделать, чтобы губернии не быть, чтобы мы были оной неподвластны. А теперь хочешь бежать и нас оставить на такую же пагубу, которую за мятеж терпели отцы наши, которых казнили смертью. Итак, мы до того времени тебя никуда не упустим, пока ты действительно не исполнишь своего обещания». Мне даже нравится выражение Геннадия Михайловны Гвоздиковой, каковы были идеалы восставших, самые главные идеалы, которые их объединяли. Это свободные люди на свободной земле. Другое дело, что эту свободу все сражавшиеся понимали по-своему. И если для крестьян этот бунт в самом деле был во многом бессмысленным и беспощадным, ну, бессмысленным то он не был, но вот с точки зрения дворянина Пушкина, конечно, он казался бессмысленным, особенно по результатам, вот, то для казаков и для башкир само это восстание было совершенно осмысленным. Они боролись, безусловно, за свои права и привилегии, за совершенно земные, понятные им вещи. Не за Царство Божие на земле, а за определенное место в уже существующем царстве. И можно сказать, что они своего добились. 22 марта 1774 года Пугачев был разбит под Оренбургом. Считая свое дело проигранным, он собрался бежать на Кубань, которая тогда принадлежала Турции. Однако Кинзя Арсланов предложил уйти вглубь Башкирии, говоря, что если вы туда придете, то я вам там и через 10 дней хотя 10 тысяч башкирцев поставлю.
Пугачев с радостью принял это предложение. И все закрутилось сызново. Пугачевщина получила новое дыхание. Они прибывают на Белорецкий завод в начале апреля, и там находится почти весь месяц май. В течение этого времени башкиры пригоняют ему лошадей, фураж, воинов, мобилизуют заводских крестьян. И в это время Екатерина II, Потемкин, генерал Голицын, генерал Фрейман неоднократно посылают башкирам увещевания и манифесты, требуя выдать Пугачева и обещая за это прощение. Но башкиры не пошли на это. Наоборот, благодаря им второй период восстания становится еще более мощным, чем первый. В течение всего 1774 года Башкирия была ареной ожесточенных сражений между правительственными войсками и повстанцами. На северо-востоке действовал Салават Юлаев, в центре Каранай Муратов, на юге Каскын Самаров. Отряды Кинзи-Арсланова двигались в составе главного войска Пугачева. 12 июля 20-тысячная повстанческая армия, половину которой составляли башкиры, бросилась на штурм Казани. После разорения Казани основная часть башкир вернулась на родину. Башкирия в то время была наводнена карательными войсками. Нужно было защищать от них беззащитное и мирное население. Самозваным царем остался лишь Кинзи-Арсланов со своими людьми. Яицкие казаки сразу после переправы на правый берег Волги вступили в тайные переговоры с властями, обещая выдать Пугачева. По признанию елецкого казака Ивана Творогова, ближайшего сподвижника мужицкого царя, они долго искали способ избавиться от Кинзи-Арсланова. Кинзю нельзя было нам никак оставить в рассуждении, что злодей тотчас взял бы нас на подозрение. Пугачев шел вниз по Волге к Дону. Он почему туда пошел? Он надеялся поднять донских казаков. И вот когда донские казаки отказались поддержать его, и Михельсон после этого разбивает Пугачева, вот тогда уже, значит, Творогов, Федулов и другие поняли, что все, шансов нет никаких, и, как говорится, решение готово. И вот тогда они и повязали Пугачева. И, видим, тогда же погиб Кинзи. Так это или нет, сказать трудно, так как не сохранилось ни одного документа, проливающего свет на последние дни Кинзи-Арсланова. Тем не менее, его родственник Нурамбек Гениятович Арсланов с детства помнит предание, согласно которым знаменитый предводитель остался в живых, скрывшись в казахских степях. В свое время туда приезжали на верблюдах, кого-то везли. Вот. Они везли, говорят, мы и везем это где-то или Астрахань, или Казахстан, сами не знают, наши не помнят. И туда, говорят, когда привезли хоронить, у них хотели отбить этот кого хоронит. Вот. Они говорят, это святой человек. По преданию, значит, Кинзи-Арсланова, его собратья, соплеменники, казахи, привезли через границу, когда он умер, значит, как у нас башкир говорит, аулия, перевезли через границу и привезли в ту деревню, где он основал Кинзи-Айбызова первое, и захоронили. Ну, это место было в дальнейшем, по преданию, определено. Там есть построена ограда. Вот. На этом месте мы планируем построить мавзолей. Видимо, храбрость передается по наследству. В годы Великой Отечественной войны потомки Кинзи-Арсланова доблестно сражались на полях сражений.
Маленькая деревня Кинзябызово дала 3 героев Советского Союза. Это танкист Гафиатулла Арсланов, кавалерист Салман Бектимиров, служивший в легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии, пулеметчик Хасан Гайсин. Вот маленькая деревня Кинзя, 3 героя Советского Союза. Вот многие говорят, это не только Башкирия, и, наверное, в России или в Советском Союзе в свое время говорили, нет. Сын простого колхозника Нурамбек Гатиятович Арсланов, выбрав научную стезю, стал профессором и доктором экономических наук. Так и живут многочисленные потомки знаменитых кыпчакских беев Бабсака и Бошмана, Тархана Арслана и полковника Кинзи. Трудятся и созидают, чтут своих выдающихся предков. В некоторых восточных культурах почитание предков до сих пор является религиозной обязанностью ныне живущих, что заставляет последних быть верными тысячелетним традициям своих стран. Именно этот консерватизм обеспечивает культурную самобытность этих обществ, их герметичность по отношению к разрушительным влияниям Запада и в конечном итоге их живучесть и экономическое процветание. Отрадно, что и в Башкортостане есть люди, которым не чужды подобные идеи.